сертификат юных политологов и почетная грамота как члену президентского совета за активное участие в создании органов самоуправления и руководства ими. Поздравляю. И серебряная медаль вручается Мухиной Яне Дмитриевне. Ей же вручается сертификат Центра Республиканского центра юных политологов. Она награждается почетной грамотой как активный член президентского совета и за активное участие и творческие успехи во всероссийских слетах Центров юных демократических культур. Александровне. Ей же вручается сертификат юных политологов, и она награждается грамотой за активное участие в спортивной жизни школы. Аттестат о среднем полном общем образовании и серебряная медаль вручается Ячменевой Надежде Игоревне. Ей же вручается сертификат Центра юных политологов и почетная грамота за активное участие в органах самоуправления школы и руководства ими. Спасибо. Жировой Анжелии Георгиевны. Потом перепиши меня. Награждается за активное участие в жизни школы класса, получает квалификационную книжку спортсмена и почетную грамоту за активное участие в спортивной жизни школы. Остановилась родственник. Аттестат вручается ученице 11 Б класса за спортивную жизнь школы и похвальную грамоту за особые успехи в изучении алгебры, геометрии, истории, химии, биологии, астрономии и литературы. Поздравляю. Аттестат о среднем образовании вручается Никифорову Игорю Антиповичу. Он получает сертификат. Сергей получает квалификационную книжку спортсмена и награждается почетной грамотой за активное участие в спортивной жизни школы. Викторовичу он получает сертификат, похвальную грамоту за особые успехи в изучении химии, биологии, информатики, квалификационную книжку спортсмена и почетной грамотой награждается за активное участие в спортивной жизни школы. Юных политологов он награждается похвальной грамотой за особые успехи в изучении истории, биологии, астрономии, географии. Он получает почетную грамоту за активное участие в спортивной жизни школы. Аттестат о среднем образовании вручается Шамиловой похвальную грамоту за особые успехи в изучении геометрии, географии, информатики, астрономии, биологии. Награждается почетной грамотой за активное участие в спортивной жизни школы. Заказчиковым Елизавете Николаевне и вручается Желтышевым Надежде Ильичне Виктору Геннадьевичу. Мы искренне благодарим Леоновых за участие в жизни школы класса.
Благодарственное письмо вручается Марковой Наталье Дмитриевне. Благодарственное письмо вручается Мустафиной Фарзате Рамазановне. Участник класса. Спасибо. Благодарственное письмо вручается Никифоровой Самозе Васильевне за хорошее воспитание сына и активную помощь школе и классу. Мы выражаем искреннюю благодарность Протопоповым, Светлане Егоровне и Ефиму Егоровне и активной Ну ладно, участнице надо было дать класса. кому-то. Я даже не услышала. Савченкова и таких. Наверное, у нас будет не скоро. Вы были какими-то исключительными. Потому что мы с вами строили школу. Мы с вами принимали Конституцию. Мы создавали с вами президентский совет. И мы уверены в вас. Уверены в том, что вы будете настоящими людьми. Что выберете правильную себе дорогу. Будете всегда интеллигентными, скромными и обязательно сумеете выбраться из любой ситуации, какая бы вас не ожидала. В добрый вам путь! А теперь вздохните глубоко, и вы немножко можете расслабиться. Давайте дружно скажем друг другу поздравляем, потому что мы же все одна семья. Давайте 3, 4. Поздравляем! Я показываю, как сказать. Поздравляем! Радость, давайте 3, 4. Вот это уже на что-то похожее. Передо мной вот такая бумажка. Я думаю, что ребята, я уже не могу их никак назвать, но теперь, наверное, они мне доверяют, когда я их назову уже по-важному, дамы и кавалеры. Многие, наверное, эту бумажку узнают. Ей сколько-то лет, потому что писалась она в 92-м году, когда в нашей школе ходили дружно 3 Димы, которых дружно загоняли для того, чтобы они ходили к Полу Морли и фотографировали. Это было тогда, когда Наташа Васильева пробовала свое перо, оттачивала кое-где, и у нее что-то получалось. Когда Ольга писала свои первые стихи, и даже Наталья Васильева проталкивала ее для того, чтобы она публиковалась. Это было тогда, когда развивался дар будущего, может быть, предпринимателя Москвитина, Желтышева и Букина, и великолепная реклама была мороженого. Это было тогда, когда было чудное гуляние по Бродвею в ожидании некоторых учителей. То есть это было давным-давно, кажется, и тогда вам было 14 лет. И когда вам было 14, мы просто пробовали с вами помечтать и написать на бумаге небольшое сочинение, которое называлось тогда «Если бы я». И вот этот листочек сейчас здесь. Сейчас, подождите. Я буду читать некоторые отрывочки, а вы попробуйте узнать, чьи это отрывочки. Если бы я был боссом мафии, я бы запретил все возможные и невозможные преступления и раскошелился бы на вечеринку для горожан. Кто это? Правильно, Букин. Так, дальше. Если бы я был мэром Якутска, так, что сделал? А тут вырванный листочек. Что-то заказчиков, тут мы с вами не доработали, да? Так, повсюду была бы зелень. Так, и что-то было бы бесплатное. Кто за порядком все время вот у нас как-то вот так следит, и склонности у него есть, вот... Не трогайте. Не угадали. 11А. Теми интересными, добрыми людьми. Чему бы так, чтобы все, чему их научу, они могли использовать бы в своей жизни. 11Б. Кто? Конечно, Юля Заказчикова. Верно. Так. Если бы я была президентом
возможность испытать, в котором могли бы проявить себя все талантливые ребята. Пусть будет большой детский праздник. Поймите, товарищи взрослые, нельзя все время думать только о том, как одеть и накормить. Кто это? Конечно, Ира Кормилицына. Может, поваром я буду, может, буду продавцом, все равно работать надо. Тут название ни при чем. Кто? Конечно, Ольга Кузьмина. И это все только мечты. И чем взрослее становится человек, тем его мечты становятся все более простыми, приземленными. Он забывает о тех мечтах, которые были у него в детстве. Точно я знаю, что получил медаль в этом году. А Наташа Замешаева должна была получить медаль, потому что мы ее отправляли с надеждой. Поэтому мне просто хотелось, чтобы сегодня как-то мы вспомнили этих ребят. Хусаинов заканчивает свои строчки так, что понимаете, в чем дело, что когда человек становится взрослым, то у него совершенно уходят все мечты. Я думаю, нет, товарищи взрослые, мы же тоже мечтаем, правда же? Вот. И сейчас они докажут это. Они вам выплеснут все эмоции, они вам скажут все, что они думают о вас, как они вас любят и так далее. Поэтому слово родителям. Пожалуйста. Я очень счастлива, что тоже принимаю участие в этом замечательном празднике. Желаю всем здоровья и всего лучшего. Всем родителям, всем детям. А детям самое главное, чтобы они нашли свою дорогу в жизни. Всего лучшего вам. Так. Что, как вы всегда, дама, кавалер, да? Пойдем мужчину искать, пожалуйста. Я поздравляю наших детей с окончанием школы и также поздравляю весь коллектив за их трудную работу и желаю, чтобы вы прошли весь свой жизненный путь добрыми, честными людьми, чтобы нашли свое место. Спасибо, Евгения Андреевна, вам слово. Мам освобождать от такой работы. И папы будут вручать подарки. Папы, пожалуйста, сюда. Папы. Николай Павлович, идите. Папы, подойдите, пожалуйста, все сюда. А там детям надо разнести все. Еще папы. Чем-то потом, да? Эльвира Петровна. Наборы такие длинные. Хрустальные. Самое главное здоровье. Так, а продвигаем мужскую половину вперед, я думаю, что когда у нас начнется непосредственно бал, папа отработает, потому что опять дамы вручали цветы дамам, да? Значит, за каждым кавалером из каждого класса остается вальс с классной дамой. Такое же не бывает каждый раз, правда? Вот если бы мы спросили наших ребят, чему они научились в школе, чего они не умели, может быть, и чему они научились, вот что бы они, интересно, нам ответили. Я попробую сейчас быстренько, да? Пожалуйста. Так, там меня выходит на помощь. Ира, пожалуйста. Ира. Научились играть в волейбол. Так, пожалуйста. Шить шапки. Понятно, шить шапки. Хлопайте. Разнание. Да. Что Сардана? Сардана что сказала? Смотри, ты тоже шить шапки, да? Так, Антон? Тоже шить шапки. Тоже шить шапки. Шить шапки и что-то еще делать своими руками. Вы, кавалеры, видите, какие дамы здесь у нас хозяйки, да? А дамы вы
вы видите, кавалер, тоже умеет шить шапки. Пожалуйста, Светлана Семеновна. Знамениты не только в классе. Артисты. И стихи прочитают на зависть, и гитару возьмут, заслужившись. Это Женя Попов и Наумов Алексей. Попцы вас не умирают. Какая фамилия в классе чаще всех повторяется все же? Ну, конечно, Васильевых братьев, не Васильевых сестер тоже. Васильевых сестер. Наташа Савченкова, Оксана Ванич часто пристали на уроках, всех выручают. Анатолий Максунов в спортивных состязаниях вместо учебы мучился за всех приходилось. Продолжать говорить о каждом можно очень долго, до бесконечности. Вика, Аня, артист Толя Томский и старательная Татьяна. Спасибо вам большое. Сегодня мы, в вечерний час, сюда пришли в последний раз. И мы хотим поздравить вас, вы избавляетесь от нас. А мне идти? И вам предложили разделиться на политологов гуманитарного цикла и технического. И вот по выбору, или может быть по воле случая, мы с вами оказались вместе в 10 Б-классе. Вот мне кажется, с этого момента мы подружились с вами. И что же нас сблизило? Помните, ребята, это первый наш праздник здоровья, когда мы все вместе стремились к победе и помогали нам в этом наши спортсмены. Это Букин Сергей, это Желтышев Сергей, это Букин, это Москвитин Степан, это Фурсина Юля, это Филатова Таня, это Мустафина Лена. И, в общем-то, мы показали с вами в этот день неплохие результаты. И еще мне хочется сказать, а помните, когда наша волейбольная команда, веселая и счастливая, зашла в класс и мне передала кубок и грамоту за первое место по волейболу в школе. Это Галя Леонова, это Ира Шамина, это Джирова Анжела, это Лена Мустафина. А помните наши ночные балы, когда основными режиссерами и составителями программы были наши бессменные Кармелицына Ира и Надя Ячменева, помогали им все вместе. Мне здесь хочется сказать также, что огромную помощь и поддержку в моей работе мне оказывали это Юля Заказчикова и Марина Ефремова. Незаменимыми в классе были Лена Маркова, Аня Протопопова, Мухина Яна и Индеева Сардана, Никифоров Игорь и Андрей Соколов. И вот пройдет время, ребята, и встретившись друг с другом, мне кажется, что вы скажете, а помните? И очень хочется, чтобы вы под этим подразумевали именно нашу школу 33-ю, чтобы со словом «помните» вы связывали имена нас, учителей, и всю нашу школьную жизнь и нашу дружбу. Вот на этом мне хочется закончить свое выступление и пожелать, чтобы вы нас никогда не забывали, чтобы вы нас помнили и знали, что мы помним о вас и верим в вас. А сейчас я хочу предоставить слово нашим ученикам 11 Б политологического класса. От лица всего школы я бы хотела сказать спасибо всем тем, кто все эти годы
сопровождал нас каждый день, кто встречал нас утром и уходил вместе с нами поздно вечером. И хотелось бы сказать всем вам, дорогие наши учителя, спасибо за то, что вы научили нас не только знаниям по определенным предметам, вы научили нас разбираться в людях, в жизни. И за это мы все сегодня вас благодарим от всей души. Ну и так как наше выступление экспромт, мы хотели бы спеть небольшую песенку, которая посвящена нашей школе. Суровые годы над миром летели, развалины школы в глаза нам глядели, но трудности эти совсем не пугали. Мы здесь собрались из гранита и стали, нам школа досталась из миру по нитке. Ту-ду, цемент мы носили и клали в плитки. Ту-ду, и дети, и взрослые все здесь похожи. Впервые, да? Да. Дорогие ребята, вот стали мы совсем уже взрослыми. Сегодня даже с директором школы можно выпить бокал шампанского. По старой русской традиции это никогда не возобновлялось. Нам хочется еще раз вспомнить, как прошли школьные годы. И, наверное, мне, как директору, очень будет не хватать, конечно, президентского совета. И я предлагаю выпить за чудесные школьные годы. С праздником вас! Я
А, я думал, там нам. Ну и теперь ты выбирал из всех колбас. Да, почему? Какой ты такой? Меня слышно зато. Да, для всех это хорошо. Что еще? Что такая замученная? Ирка, что такая замученная? Ходим в нашу школу! Это наш класс. А вот это вот парочка, которая разговаривает. Вон ту на парочку направьте, пожалуйста. Это значит 11А, это Антошка. И значит... О, какая! Привет, скажите. Дальше, вон туда, второго. Скажите привет. Почему стесняетесь прямо? Все, гаси. Вам лучше поговорить мне в другом месте, а тут шум будет. Да. Все. В этом коридоре мы бегаем 30 метров на время. Я тебя вижу. Вот это единственный кабинет, я получил тройку. А я единственная тройка за всю школу. А вот теперь куда? Господа, прошу, проходите. А это наш незабвенный вообще наша любовь. Такая женщина, мы кидаем гранат, забрать и влюбляемся. Стоп, машина! Вот так. Стоп, не пошли дальше. А вот мужик-баскетболист, снимай его, крутой мужик, вот снимай его. Его зовут Толя Максунов, крутой. А это Юра со своей подружкой. Ю! Экскурсовод. Тихо, дуэль, мужики, снимайте друг друга, дуэль. Начали стрелять.
Это кабинет 11 А класса. Олег. А вы мой галстук? Спасибо за фото. 11 Б класса. А вот представитель. Далеко не худший. Вот напиток. А вот Татьяна Федоровна, которая взламывает дверь. Да мы его знаем. Улыбнитесь в камеру. Татьяна Федоровна. Смотри, потом будет. 11 Вас снимает скрытая камера. Мы только что пришли, мы ничего не знаем. Я Влада. Мы только что пришли. Мы экскурсию делаем по школе. Самый главный менеджер, начинаем продажи широкую. Пойдем дальше смотреть. Мы школу продавали, строили. А вот еще раз парочка. Юху! Вот в зону, футбольную зону, нас несет, сильно потрясет. Смотри, какой широкий кабинет, это тоже кластера, идем дальше, идем. Там директор, кто знает. Здравствуйте. Идем, да. Прошу вас, идем. А тут учительская. Это мы экскурсию делаем. Снимать все. Ну мы сейчас уберем. Все, пока снимаете. Готово? А теперь информация. Вон тот предмет, которого образовалась классная жена. К сожалению, но никто не смог найти. Во всем виновата. Это, сами догадайтесь. А это герб нашей школы. Стой. О, как прелесть. Стоп! Я тебе скажу, когда, подождите. Поехали. Вот, наша ученица моего класса. Давай, сейчас все кончайте, слетятся в столовую, пойдем. Новый снимок. Футболисты. Пойдем звонок давай. А теперь звонок. Слушай. Я своим пальцем ткнул эту кнопку и застрелил звонок. 2, 3. Давай крупным планом. Бегунки, хоккеист. Семейная традиция. А я завтра, он мне зовет, а я ему вообще не знал. Ну давай, поехали. Где? Здравствуй.
Самое главное, потом в центр берешь только это крупным планом крылечко, школу и заходим. Небо еще покажешь. Знаешь, где покажешь? Где покажешь? Ну. Стоп, Серый, стоп. Стоп, Серый. Небо вон то показывает такой. Вон птичку покажи, еще летит. Стоп. А вот сядьте, пожалуйста, кто где сидел и с кем сидел. Чтобы здорово, как вы держите парты, за которым вы сидели и с кем сидели. И особенно у кого списывали, кто как. Мы можем пару сюжетов сделать. Но здесь дадим побежать девушкам, которые будут вот так бежать. На задний план тоже Николай Николаевич. Вот так, цветочные вот так. А, вы сюда вот так. Это вот чистая. Альт-ВО, без таких принципов. Повыше, все сделайте чуть-чуть. Вот это теперь чувствуется, что праздник. Да. Вот так и смейтесь. На 32 зуба. Сразу. На 36. На 36. Около 20. Олеся, еще сколько тебе сделать сюда? Еще сколько? 2. А потом можете еще вот тут делать. Так. Ну а теперь вот девушка, как бы вы так рот закрывали? Контроль не решаешь. Внимание. Не понравилось? Провода. Ой, ничего себе! Мы тебе им покажем. Да ему надо потом снимешь на месте. Люди! Фильм заснимем. Снимем. Наш приезд в санаторий, который нас не встречает. Санаторий какой-то. Я не представляю. Как настроение? Окей. Обалденно. Ой, классно. Смотри. Да, в камеру не видно, что там у вас есть.
Комаров кормить не приехали. А Аська одна идет. Пошли вместе. Шли. Ой, что-то у меня ноги так устали ужасно. Да. Нет, Сюда. Я не могу. почувствуй, какой воздух. Классно. Да. Чем пахнет? Да всем, чем может. Да. Хотя мы куда-нибудь поедем или нет? Какая Или тут свежесть. вон скамейки тут. О, ты посмотри, вон там солнце будет входить, наверное. Там сели же. Смотри, какая красота. Да, и главное, воздух такой свежий, да? Чувствуешь? Говори. Иду, ем яблоко. Ага. И прям так ровно на каблуках ходить. Мне тоже не нужно на каблуках. А я без каблуков. Ай, крыс! Вокруг опять, да? Лента. Выше. Не шею закусаю. Татьяна Викторовна не видно. Дима, Татьяна Викторовна не видать. Иди сюда. А мы не возьмем. Давай быстрее. Аккуратнее, сильно не Тебе только нужно нажать. Давай быстрее. Давай, давай. А тюленов тут Ага, мы-то не влазили. сколько туда текло? Да, улыбайтесь. Все, Ха-ха. Улыбаемся мы. В воду не попадет. Меня захватывать? Она прикол. А кто меня поймает? А вот знать надо места. Давайте яблоко. А? Чем пахнет? Он дождем. Я по половине. Чем? Абрикос уже полмесяца. Да, есть. Травой, Солнце. Что-то я собирал так долго черешню, ты не взял ее прямо из руки. Иман. Йоу. Как дела? Мы вас обогнали? Да ну, мы вас сделали потом. Юлька, давай с тобой сфоткаемся. Это девочки, Олеся? Вика, поднимайтесь сюда. Сережа, Букин, иди сюда. Иди сюда, говорят тебе быстро. Продавали акции. Его оторвали с руками, а у меня только с пальцами. Ой, я вот так оборудовала. Теперь куда убежал, а? Сюда. Только по Вас зачем сюда везли? Наслаждайтесь. Наша большая река Лена, это одна из длинных рек России, понимаете? Да. Она протекает рядом с Якутском. А в Якутске мы живем. Ты Диман, он Диман. Я яблоко, я камеру. Я для тебя снимаю. Для меня? Я тебя на камеру, ты меня на камеру. Камеру не надо, я фотографии могу забрать. Давай, кому? Снимаю? Нет, Кому? снимаю. И все? А что? Да. Вас снимает. Ничего себе! Кому? Она пока зайдет. А солнце сходит и не сходит по велению моему. Меня же не едят. Что такое? Что за белое пятно? Потом фрукты, потом я уже говорю, большие яблоки, и мои любимые, Ой!
Снимаем. Рассвет видно? А вас далеко туда, поближе станьте. Вот сюда тогда встаньте. Кто? Во. Вот, Мы входим? Ты входишь. 3. А мы остальные? Внимание, снимаю. Па-па-па-ра-ра. Три Уже кружка видишь, встала. все выше и выше. 30 секунд, говорят, солнце. Ага, Не, что не оно долго прикидаться, а? Дима, ты же не обещал нас не прикидать. Я носки Ладно, обещал. ладно. И носки меня не докуда будут, это отсюда тебе говорю еще раз. Ась-ка, давай пробежимся тут в круг. Давай, Комары я на каблуках, да? А, блин, здорово, комары. Дима, пошли. Стои нам, Дима. Сейчас. Вот, мы сняли рассвет. Видишь, так, минут через 2 выйдет. Юля! Мы. Юля! Да, вот. Говорят, рассвет поднимается, солнце поднимается за 30 секунд, но у нас что-то оно поднимается слишком долго. Минуты 3, наверное, будет подниматься. Ну ничего, главное, застали. Итак, значит, солнце начало вставать ровно в 3:30. Сейчас уже 32 минуты, и оно почти что на середине. Ну ладно, поедем домой. Запиши, сейчас ты своим покажешь. Хорошо, обязательно. А назад идешь, нет комаров. Назад, когда идешь, всегда хорошо. Назад дорога почему-то всегда короче. И без комаров. Угу. Юля. Спортсмен великий! О! Вон, Дима, снимай А вот этот мы уже поехали обратно. Да? И мы здесь сидим. А мне тут снимала. Там какие цвета. Да давай. Опа. Рода классный, да? Ну мы сами поедем. Да, я. Пошли, да?